Почти все снежные городки и ледяные горки для малышей в Мирном оказались полуразрушенными. Причем подобные факты – это не единичный случай, а тенденция. Для вандалов не имеет значения, где расположена площадка. Кто и зачем ломает снежные горки, узнала Тамара Бессмертная. В минус 40 корт на верхнем поселке пустует, но когда теплеет, здесь катаются десятки детей. Корт построили нынешней зимой, но новым он не выглядит. Металлическая сетка повсюду порвана. Слава богу, что ворота у нас пока целы на той площадке, усилия для которой построить приложила как городская администрация, так и лично глава города Александр Валинурович Басыров. Долго строили, хотели сделать детям подарок, а сами жители превращают вот спортивную площадку в рваную, скажем так, в рваную сетку. И дай бог, что вот пока она в таком состоянии, в каком есть. Почему вы говорите сами жители? Может быть, дети? Ну, дети также являются жителями, и хотелось бы, чтобы и родители направляли своих детей в плане того, что это имущество, это делалось именно для детей, чтобы они занимались, а не в коем случае не портили то, что для них строилось. В десятки метров от корта снежный городок. Картина не лучше. Кому мешала детская горка? Не заберешься ты сюда, малыш. Ступеньки напрочь сбиты. Разрушение снежного городка забава не детская. Ясно громили взрослые. Создавал эти ледяные фигуры и резные стены местный энтузиаст. Человек работал на морозе несколько дней. Январь не закончился, а часть стен уже отсутствует. А это открытая лыжная база в поселке Заречном. Здесь в подарок горожанам построили большую египетскую пирамиду для массового катания детей и взрослых. Возводили горку неделю. Впечатляла она примерно столько же. Дети есть дети, им все интересно, они хотят забраться со всех сторон. Ну и соответствующие, кто-то идет, спускается вниз, кто-то ему идет навстречу. Горку построили первый год, я так слышала. Горку, да, поставили первый год, а просто как бы разнообразить жизнь микрорайона Заречный и его жителей. Коммунальщики отмечают, зачастую вандалами оказываются не двухметровые мужики, а хрупкие с виду мальчики и даже, как в этом случае, девочки. Причем агрессия их носит явно не защищающий характер. И крушат они с явным удовольствием от процесса. Почему психика человека между гармонией окружающей среды и ее разрушением выбирает второе? Вопрос к психопатологам. Но почему таких вандалов никто не останавливает? Вопрос, на который, кроме нас с вами, никто не ответит.